Здравствуйте. Мы снова в студии онлайн-газеты «Вести Якутии». С вами Сардана Сивцева. И сегодня у нас в гостях первый секретарь Якутского рискома Коммунистической партии Виктор Николаевич Губарев. Также Виктор Николаевич является вице-спикером Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Добрый день. Добрый день. Вот разговор сегодня пойдет у нас по разным темам, да? И первое, что бы хотелось узнать, вот столетие революции. Как сейчас интерпретируют в разных изданиях цветная революция и так далее. Если бы не было этой революции, может быть, бы страна развивалась другим путем. Как, вот, на ваш взгляд, отмечена эта историческая дата в Республике Саха-Якутия? Ну, прежде всего, мне бы еще раз хотелось поздравить всех жителей нашей многонациональной республики с столетием Великой Октябрьской социалистической революции. Что бы ни говорили, но сегодня Октябрь живет. Он сегодня напоминает о себе каждым днем. Но прежде всего нужно сказать, что наша республика обрела государственность благодаря революции. Была образована после октября в 1922 году Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Мы обрели все атрибуты государственности. Мы получили самостоятельность, мы получили в общем плане развития нашей советской страны решать все вопросы социальные, экономические. И за это время республика получила очень большой скачок. Покончили с неграмотностью, отделили хатоны от жилья, стала жизнь немножко легче на селе. За это время был построен хороший фундамент и горная промышленность. Это золото стали добывать. До 30 тонн золота добывали. Сегодня меньше, более 20 тонн. Алмазы, 50-е годы. Якут-уголь. Пример строительства 100-тысячного города за 10 лет. В мире нет такого, когда был построен город Нерингли и якутский угольный разрез, дающий более 15 миллионов тонн угля. Поэтому были решены вопросы транспортного обеспечения. Народ имел возможность передвигаться, используя авиационный транспорт с любого уголка нашей республики и в любой уголок Советского Союза. Поэтому сегодня, когда Октябрь провозгласил земля крестьянам, фабрики, заводы рабочим, власть советам, то и сегодня это актуальны лозунги. А сегодня вот в нынешних реалиях справедливость и равенство с точки зрения коммунистической партии, это вот как можно понять? Ну, вот совершенно сегодня несправедливое распределение доходов получаемых. Ну, во-первых, если говорить о Российской Федерации, то более 100 семей сегодня владеют 90% всей собственности. Нефть, газ, добыча полезных ископаемых, все это оседает на счетах олигархов. А половина населения и Российской Федерации, и в республике живет на уровне прожиточного минимума. Если одни получают 1 миллион в день и другие очень большие, значит, суммы, то некоторые не знают, как свести концы с концами. На 15 тысяч рублей разве можно прожить? На 20 тысяч можно у нас прожить? Сегодня право было в Конституции записано, каждый имеет право на передвижение. То сегодня очень многие с оптических районов не могут приехать даже в центр республики, потому что нужно затратить 30-25 тысяч рублей в один конец. Они не могут приехать полечиться, повидать своих детей, и решить другие вопросы своей жизни. Поэтому, если говорить о земле, вот вся земля крестьянам, да, была, то сегодня, например, коренные малочисленные народы Севера получали землю, традиционно, ведя традиционные отрасли хозяйственные, оленеводство, охотпромысел, безвозмездное пользование. Они не платили за землю, они пасли своих оленях на огромных территориях. То сегодня законодательство требует, чтобы они платили. За охотугодие 1 рубль, за 1
гектар, а это примерно 70 миллионов рублей нужно, чтобы оформить все эти охотугодия и заплатить за землю. Или же за землю сегодня не передается безвозмездное пользование, тоже аренда земли, хотя бы там 3-5 копеек, но это опять сотни тысяч рублей. Поэтому земля, сегодня нужно вернуться к тому, чтобы наши коренные малочисленные народы Севера, да и вообще земля была доступна и не продавалась. Это, ну, как и во многих странах мира. А как этого можно добиться? в Как наших добиться? Это же условиях? было, во-первых. Давайте Это начнем было. с того, А что сейчас? советская... Нет, ну что значит? Ну это же было. Это же было. Страна, значит, решала вопросы, где были высокие социальные гарантии. Бесплатное образование. Ну как добиться? Надо вернуть бесплатное образование, прекратить плату образования, чтобы все имели возможность бесплатно учиться. И заочно, и на дневном отделении. А сегодня почти половина уже учится, чтобы оплачивать свою учебу. Или медицина. Здравоохранение было бесплатным. Как это добиться? Вернуть это право. Ну, мы Жилье выдавалось. понимаем, Нет, но мы ну что значит понимаем, понимаем? Вернуть. У нас сегодня страна одна из самых богатых вообще в мире. Якутию называют последняя кладовая мира. У нас все полезные ископаемые. Но бюджет Только 8 миллионов. дотационный. Что значит дотационный? Мы же получаем А с чего он деньги получается из бюджета дотационный? А с чего он получается российского. дотационный? Давайте разберемся. Республика сегодня валовый национальный продукт 900 миллиардов рублей. Мы то, что производим, добываем, получаем 900 миллиардов рублей. А бюджет на следующий год мы утвердили доходы 169 миллиардов. Вы же понимаете, да? 900 миллиардов мы даем государству, а получаем 169 миллиардов. Какой дотационный бюджет? Мы о чем с вами говорим? Мы зарабатываем 3 бюджета своих, даже 4 бюджета. Поэтому мы сегодня говорим, что валовый национальный продукт будет уже 1 миллион на душу населения, 926 тысяч населения, вот уже мы такой высокий показатель, один из самых высоких показателей в стране. Поэтому здесь вопрос другой. Здесь то, что вот мы сказали, собственность уже не принадлежит народу. Якутуголь – частное предприятие. Нефтегазовый, Сургутнефтегаз – частное предприятие. Уже, значит, Алрос открыли, сделали открытой акционерной компанией. Тоже она может стать частным предприятием, будет продана кому-то и так далее. Поэтому нужно, коммунисты сегодня предлагают провести национализацию минерально-сырьевых ресурсов. В 90-е годы, когда боролись против советской власти, против коммунистов, говорили президенты, тот же Ельцин, Гайдар, что будет республика, сегодня получает несправедливо, значит, из федерального бюджета, должна получать 50 на 50. 50 налогов должно идти сюда, 50 должно идти в федеральный бюджет. 2 ключа будет, значит, вот мы принимаем закон о недрах. Закон о недрах приняли, в него внесли сегодня более 300 изменений, дополнений, и сегодня нет никаких 2 ключей. Все доходы от добычи нефти, а мы получаем более 8 миллионов тонн, идут в федеральный бюджет. Виктор Николаевич, в этом ключе какие законодательные инициативы, самые важные, на ваш взгляд, вы внесли в Государственное собрание Илтумен в 5-м созыве? Ну, Госсобрание Илтумен, прежде всего, занималось очень плотно законодательством в отношении коренных малочисленных народов Севера. Традиционное ведение хозяйства, традиционного природопользования – это самая незащищенная часть нашего населения. Сегодня уровень жизни в 13 арктических районах намного ниже, чем в целом по стране. Ну, лук доходит цена 300 рублей за килограмм, картофель более 200 рублей за килограмм. Дети уже видят иногда в отдельных семьях 1-2 раза фрукты. В новогодних подарках только иногда получают. Молочных продуктов не хватает. Внесли прежде всего законодательство, касающееся этого части населения, хотя оно уменьшилось уже наполовину обеспечения. Поэтому вопросы взаимоотношения природопользователей и территорий традиционного природопользования. Мы разработали закон, инициативу Компартии, в том числе и поддержали нас другие депутаты, об этнологической экспертизе. Прежде чем начинать хозяйственное строительство, нужно
провести технологическую экспертизу, какой ущерб будет нанесен природе и какая компенсация должна быть выплачена. Мы поднимали вопрос сегодня поправки в законодательство Государственной Думы, федеральные законы, в том числе вот о земле. Мы уже затронули в том, что сегодня она передается в аренду. Внесли поправку, чтобы отменили это положение, внесли опять закон о безвозмездном пользовании. Мы внесли поправки в закон о любительском рыболовстве. Сегодня нельзя ловить сетями рыбу. Запрещено ловить. Поэтому, ну как на севере, а чем ловить-то? С очком, что ли, каким-то? Поэтому, значит, вот это законодательство. Вопросы очень это совместная деятельность многих депутатов о кочевой семье. У нас более 200 семей работают, живут в палатках. Сегодня нужно выплачивать им компенсацию. Мы разработали закон о государственной поддержке народа, ведущих кочевой образ жизни. Вопрос о государственном планировании внесли в Государственное собрание ЛТУМЭН. Тоже совместная работа. Нельзя сказать, что один самый умный, а другой не понимает. Поддержали этот законопроект о государственном планировании. Мы очень активно разработали альтернативный законопроект о сельском хозяйстве. Приняли тот закон, который разработала «Единая Россия», но и наши многие предложения были учтены. Сегодня государственный заказ только на молоко. Мы молоко покупаем у фермера. 75 тысяч молока мы датируем, но мы предлагаем до 90 тысяч внести это. Увеличили цену за 1 литр молока. Не удалось принять закон о детях войны. Вот мы говорим о поддержке ветеранов, участников Великой Отечественной войны. А дети, которые родились в 28-45 год, они с раннего детства испытали все тяжести войны. И этот законопроект мы 3 раза вносим в Государственное собрание. ЛТУМЭН его не принимает. Глава республики дает отрицательный отзыв, правительство дает отрицательный отзыв, не имея никаких аргументов для того, чтобы этот закон не принимать. А нужно принимать его. Мы в очередной раз несем этот законопроект. Впереди выборы в ЛТУМЭН также, да? Вот. И на прошедшей сессии шел разговор о графе «против всех» или «против всех списков», да? То не вмещается в бюллетень по муниципальным выборам, эта графа. Евгения Исаевна сказала, что эта графа убийца оппозиции. А ваше мнение? Вообще это от лукавого. Вообще все эти аргументы, которые хотят эту статью убрать, абсолютно объективной основы не имеют никакой. Должно быть право у избирателя, если его не устраивает, можно так сказать, не устраивает ни один из кандидатов, голосовать против всех. Он хочет выразить, он хочет прийти на выборы и выразить свое отношение, что никто не устраивает, но он готов дальше участвовать в избирательной кампании. А у нас сегодня вообще такая выстроена система, что уже более половины не ходит на выборы. Вот при выборах мэра города Якутска 170 тысяч избирателей, 120 тысяч избирателей не пришли голосовать. Хотя проголосовали более 10% против всех. А еще 120 вообще не пришли. Поэтому эту статью мы всегда, коммунисты, выступаем за то, что она была. И более того, мы считаем, нужно пересмотреть некоторые положения закона о выборах в Государственное собрание ЛТУМЭН. Во-первых, в центральные списки нужно по нынешнему закону 3 кандидатуры вносятся в центральный список, но право на мандат имеет только 1. Неправильно, все 3 кандидата должны иметь право на мандат. Партийные списки привязали к одномандатным округам, практически нет уже партийных списков, и это нужно изменить. На районном уровне нужно изменить количество тоже партийных списков. Для того, чтобы, приведу пример конкретный, 21 депутат в Булунском районе, он избран сегодня, 21 депутат. Для того, чтобы 4 партии представили своих кандидатов по партийным спискам, то нужно представить их не менее 30, не более 35. То есть 120 кандидатов было представлено на 15 депутатских мест по партийному списку. Но это для чего бюрократия? Для того, чтобы не могли оформить документы, не могли вовремя представить заявление и так далее.
И более того, нужно перенести дату выборов. С лета нужно убрать с сентября. И мы это предлагаем перенести или на октябрь, или на март. Поэтому в Государственном собрании партия, не, в отличие от других партий, работает постоянно. Это постоянная оппозиция. Мы работаем партийное собрание. У нас структура есть во многих селах, во всех районах. И нам не нужно, значит, накапливать какие-то деньги, потом выстреливать свои слова, там, революционные фразы на выборах говорить. Мы постоянно свою программу говорим. Национализация минерально-сырьевой базы, прогрессивная шкала налогообложения. Богатые должны платить до 60% своих доходов. Нужно ввести монополию на продажу виноводочных изделий. Нужно вернуть социальные гарантии, бесплатное образование, бесплатное социальное обслуживание. У нас сегодня уже около 2 миллиардов рублей платные услуги на здравоохранение. Для того, чтобы устроиться на работу, нужно за справку заплатить около 2000 рублей. Человек не имеет работы, и справку такую надо заплатить, взять. Поэтому у нас четкая программа, и мы с четкой программой идем на выборы. Мы понимаем, сегодня работаем, и мы призываем парламентским путем идти к власти. Это, конечно, выборы, но мы будем проводить акции протеста. Мы начали с вами совершенно правильно разговор о столетии Великой Октябрьской социалистической революции. И в этот период, в течение всего года, мы одну мысль всегда говорили своему народу. Во-первых, Октябрь сегодня живет. Те проблемы, которые провозил Октябрь, сегодня не решаются. Многие гарантии отняли у людей, и сегодня их нужно возвращать. Это первое. Второе, если власть не поймет, что нужно, значит, перестраивать социально-экономическую обстановку. Капитализм не присущ. Уже давно многие не строят капитализм. Мы сегодня либерально-рыночную экономику строим, капитализм строим. Сегодня будущее России – социализм и народовластие. Вы в нашей беседе упомянули выборы в главы городского округа города Якутск. Да? От вашего регионального отделения был выдвинут кандидат Ради Васильев, предприниматель, генеральный директор речного порта. Вот почему вот ваш выбор пал вот именно на эту кандидатуру? Ведь он занял только 3-е место, сзади только самый популярный против всех кандидат оказался. Ну, во-первых, одинаково, там 10 с чем-то процентов, ну, там 10-12 человек, по-моему, разница. Ну, хорошо. Это. 2-е место, 3-е, ну, рядом это, да. Ну, дело не в этом даже. А в прямом вашем вопросе, в прямом ответе. Мы его знаем очень давно. Это человек, который взглядов своих придерживается наших убеждений. Вообще он за социалистическую собственность, но работает сегодня в той системе, которая создана, либерально-рыночная экономика. Но на его предприятии очень большие социальные гарантии. У него очень большое внимание к людям. Он очень большую благотворительную деятельность проходит. Он сегодня сторонник, он не член партии, но он сегодня взглядов тех, которых придерживается и Компартия. Поэтому он от Компартии участвовал в предыдущих выборах в Государственном собрании Алтумэн. Я думаю, что пойдет и на этот раз он пойдет в Государственное собрание. Поэтому всегда участвует в наших мероприятиях, поддерживает их. Мы часто бываем у них в коллективе. И сегодня это современный, прогрессивный, честный, мужественный руководитель, который, ну, совершенно у нас единогласно было решение, чтобы его выдвинуть кандидатом от Компартии. И он достойно провел избирательную кампанию. Не просто провел, он говорил о нашей программе Компартии. Некоторые ее аспекты я уже говорил. Он говорил и критиковал, предлагая работу будущей администрации, если он был бы кандидатом. Он знает очень хорошо город, проблемы города и участвует во всех, значит, мероприятиях, которые организует город. Поэтому это достойная кандидатура, и будущее у него большое, как у руководителя, как у политического деятеля. Да. А вот у него красной линией в предвыборной программе шла борьба с коррупционерами в унисон риторики Эрнста Березкина, того же Седалищева. Да? Вот, ваше отношение, это вот с вашей подачи или это его личное? Ну, во-первых, если говорить о нем, то к нему нет никаких претензий, хотя сегодня вести бизнес очень сложно. Вообще,
Я считаю, любого руководителя можно сегодня найти, значит, повод для того, чтобы к нему очень серьезно, значит, правоохранительные органы, чтобы обратили внимание. Сложно вести, честно, очень сложно. Но, тем не менее, к нему это его личная позиция, во-первых. И то, что сегодня волнует нас, он совершенно правильно, волнует же в масштабах государства бюджет нашей Российской Федерации 16 триллионов рублей. Но примерно такой же бюджет, теневой бизнес. Вы представляете, такой же бюджет, не попадает деньги в бюджет. И у нас очень много примеров в республике, которые выше, ну, сегодня не буду повторяться, которые, значит, уголовную ответственность несут, суды будут, да, и так далее, да. Поэтому вопросы взяток, бизнесом, сдаимства, значит, укрывательства, круговой поруки, это же тоже коррупция. Очень сегодня стоит на одном из первых мест, которое требует общества решить, решительно решить эти вопросы. А вот меня, как и многих наших читателей онлайн-газеты, волнует вот такой вопрос. Ну, не волнует, а просто интересует. Вот в советское время была ротация кадров, школа лидеров и так далее. Да? Вот, в коммунистической партии как эта работа поставлена? Вот, почему-то молодых лиц мало, да, так скажем. Вот в чем секрет вашего долгожительства в этой должности? Нет достойных молодых людей? Да ну что вы. Вот, например, сегодня в городе, в поселке Чукурдах Алайховского района выборы главы поселка Чукурдах. У нас там выдвинут Шарипов Дмитрий. Ему 30 лет. Это он прошел школу, с пионеров к нам пришел. Он работал, ему 20 лет, он уже руководил республиканской комсомольской организацией. Он вице-президент молодежного парламента нашей республики, вице-президент, президент молодежной ассамблеи народов республики. Или Андрей Данилов, у меня сегодня помощник депутата, помощник зампредседателя Госсобрания Алтуман. Или у нас Алексей Саморцев, инструктор обкома, горкома комсомола. Или именно Иннокентий работает сегодня в Министерстве культуры. Замминистра Сава Михайлов. Он пришел в Компартию, ему 20 лет был, 21 год. Сегодня замминистра, коммунист работает. Поэтому, что значит незаменимый? Да, это вообще-то у нас, ну абсолютно, если у нас по фотографии не избирают, понимаете? Хотя фотографии, ну, нормально, вот вы на меня смотрите, да? Который, ну, человек, который, значит, если он способен сегодня и физически, и морально, и духовно, и идеологически, если способен руководить, для нас, ну, большой, ну, как вам сказать, избирать, значит, надо выполнять партийное поручение. У нас совершенно демократически, у нас по наследству не передается, значит, должность, абсолютно. И молодые, любой из молодых коммунистов выставлять любой, может быть, кандидатуру и быть избранным. Нет никаких вопросов. И то, что я более 10 лет первый секретарь, но здесь, если я работаю, меня коммунисты оценят и население. Работаю, значит, ну пока, видимо, считать нужно продолжать. Если, значит, да я и сам почувствую. Сегодня, если готов, я выполняю работу. Я еще раз скажу, здесь никакого какого-то субъективного взгляда на эту вещь. Ну что он дает? Зарплату я не получаю за эту должность. Я плачу партмаксимум. От своей зарплаты Госсобрания Алтумэн я плачу 35% своей заработной платы в кассу партийную. Это, ну, зарплата у зампредседателя Госсобрания неплохая. И 35% это тоже приличные деньги. Поэтому это дополнительная нагрузка, это, ну, как вам сказать, дорога молодых в Компартии очень большая. Сегодня, если говорить в Центральном комитете партии, Геннадий Андреевич Зюганов иногда говорят, не пора ли вам сменить лидера. Но Зюганов сегодня пишет больше всех, выступает в митингах и на собраниях больше всех, сегодня решает вопросы руководства партии, инициативу проявляет, ну, один из самых активных, То есть работоспособных. у вас смена подрастает. Ну, еще как. Вот Афонин. Ему до 30, ну, с небольшим 30 лет, Вячеслав Юрьевич Афонин, зампредседателя председателя
нашей партии. Но он сегодня очень молодой человек. И один из тех, кто сегодня тоже в резерве партии находится. А вот кто будет в первых строчках на выборы следующие? Ну, решит Компартия. Решит, мы у себя на Госсобрание съезде Илтумен. решим. В каком составе вот вы планируете? Ну, это, не, мы решим, это решим. Пока еще неизвестно. Или просто Да нет, ну, пока не ну а оглашается? какая необходимость сейчас? Ну, у нас любой может быть в начале списка, любой. Как решит конференция. Идет же тайное голосование здесь. Да и потом у нас очень демократично обсуждается на уровне первичных организаций партийных, на уровне, значит, районных партийных организаций. И потом конференция, да, изберет, конечно. А еще вот муссируется такой слух, можно сказать, да, как наши источники сообщают, в 2018 году возможна отставка главы Якутии. Есть ли у вас кандидат, например, на его место, кого вы бы могли увидеть на его месте? Ну, еще раз я говорю, ну, есть, конечно. Есть кандидат. Кто, например? Ну, это тоже я как-то, вообще неэтично сейчас называть фамилию. Ну, для чего? Я могу перечислять, ну, 20-30 человек назвать. Что это... Наобум. Ну, почему наобум? Знаю каждого из них. Почему наобум-то? Ну, почему наобум? Это очень некорректно так. Наобум. Знаю каждого из них. Да. Еще вот один такой вопрос. Иркутский горком КПРФ вступил в официальную оппозицию Зюганову. На пленуме 22 ноября был сформирован перечень требований к кандидату в президенты. По мнению иркутских коммунистов, кандидат должен быть новым, лишенным шлейфа поражений. Еще кандидат призван сплотить широкие электоральные массы, в том числе далекие от левой идеологии и не разделяющие взглядов коммунистов. Да Как нет, вы к этой точке нет, зрения? ну, во-первых, я не знаю. Это не официальная точка зрения областного комитета партии Иркутского. Там во главе у нас губернатор-коммунист, который, значит, в избрании которого вообще избирательной кампании Геннадий Андреевич принял самое непосредственное участие, как и многие руководители партии. Это не официальная точка зрения, я не знаю, откуда это взяли. Предложений у нас много. И обсуждали, и говорили, называли Левченко того же, называли одним из кандидатур, которую можно тоже рекомендовать, кандидатов в президенты. И других, Локоть Анатолий, губернатор города, мэр города Новосибирска. Но мое мнение, сегодня надо выдвигать Геннадия Андреевича Зюганова. И наше мнение партийной организации Якутии Геннадия Андреевича Зюганова, если выдвигать кандидатом. Да. И 20 числах будет съезд партии, и мы определимся там. И ваши ближайшие планы вот, относительно Государственного собрания Илтумен, вот, какие вопросы вы готовите к следующей сессии, бюджету? Ну, во-первых, очень много поправок по малой авиации. Нужно добиваться дотации людям, ну, облегчить возможность передвигаться по республике. Это раз. Вопрос коренных малочисленных народов Севера, вот тоже закон о кочевой семье, наполнить его финансовым содержанием. Надо выплачивать, значит, не выплачивать каждой семье определенную сумму. Нужно пересмотреть вопросы, связанные с социальными гарантиями. Например, у нас инвестпрограмма сокращается наполовину. Наполовину. Могут быть остановлены строительство нескольких школ. Добиться того, чтобы все объекты школы, социальные объекты строились и не прекращалось их строительство. Ну и вопросы поддержки сельского хозяйства, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. У нас сегодня на севере, я вот обращаюсь на север, потому что там, ну, самые тяжелые проблемы. У нас коммунальные услуги сегодня датируются, а жилищные услуги сегодня не датируются ничего. Например, в Чукурдахе сегодня даже некого, если там батарея вышла из строя или что-то, некого послать, значит, исправить эту ситуацию, поставить новую батарею или там решить другие сантехнические вопросы. Некому, там нет жилищной компании, управляющей компании, и это не датируется. А люди не платят, очень многие, потому что не из чего платить. Вот вопросы жилищно-коммунального хозяйства в том числе. Да.
А еще был вот такой вопрос в интернете, вот когда я готовилась к этому интервью. В марте этого года был разговор, и даже статья выходила в блокноте о сговоре КПРФ якобы с прокуратурой, о территориальной вот целостности Якутии и так далее, да, что коммунисты за это. Вы тогда обещали, выступили, что вы разберетесь, там узнаете. И как, вот к чему пришли? Но 2 недели назад состоялся суд. Суд, который рассмотрел мое исковое заявление к Артек, сайту Артек, опубликовал вот эту вот ложную информацию обо мне, якобы о сговоре, якобы опубликовал письмо, которое прокуратура мне направила, мне как руководителю фракции. Но такое же письмо она направила «Справедливой России», «Единой России». Но эти письма не публиковали. Губареву только опубликовали это письмо. Поэтому мы обратились в суд, и суд сегодня признал эту информацию ложной, порочащей мою честь, и присудил им моральный ущерб 20 тысяч рублей, хотя мы 1 миллион просили. Это суд установил истину. Это ложь, которая вот вынес такое решение. Очередная ложь, кстати, это 3-й суд, который мы выигрываем по ложной информации вот этого сайта информационного. Спасибо за ответы, спасибо, что вы сегодня у нас были в гостях. Всего доброго, всем удачного дня.